Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В последнее время ощутимо подорожали продукты питания и лекарственные средства. Какую ответственность несет магазин или аптечное учреждение за превышение торговых надбавок? Куда обращаться потребителям в случае резкого повышения цен? Об этом расскажет гостья нашей студии. Альбина Постникова, прокурор отдела по надзору за исполнением закона в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха-Якутия. Альбина Руслановна, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Расскажите, как осуществляется ценообразование в нашей стране и на какие товары и услуги цены регулируются государством? На законодательном уровне Российской Федерации государственное регулирование цен на продукты питания, основные товары первой необходимости, к сожалению, у нас не установлено, ну или к счастью для предпринимателей, так скажем, да. Но по постановлению правительства Российской Федерации еще в 1995 году органам государственной власти субъектов были переданы полномочия по регулированию торговых надбавок на цены. То есть, когда предприниматели покупают у поставщика по одной цене, и они вправе завысить цену только в пределах устанавливаемых надбавок. Вот эти надбавки у нас установлены приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия от 23 декабря 2021 года, то есть только, да. До этого эти полномочия были у нас переданы органам местного самоуправления, то есть на уровне районов администрации сами устанавливали предельно допустимые торговые надбавки на отдельные виды товаров по отдельным позициям. То есть в каком-то районе этих позиций 18 видов товаров, гречка, яйцо, молоко, да, где-то доходит до 30, например, Мегино-Конкладский район. И в отдельных районах установлены на отдельные товары. Например, где-то есть мясная продукция, где-то нету, где-то овощи и фрукты даже присутствуют, те же самые бананы, например, да? А в других районах нет их, к примеру. А что насчет с лекарственными препаратами? На лекарственные препараты установлены тоже предельные торговые надбавки именно на перечень, который входит в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, которые установлены постановлением правительства Российской Федерации. Туда входит внушительное количество препаратов. Перечислять не будем. Основные мы все знаем, какие у нас основные препараты. Да? Вот. А как осуществляется регулирование цен на такие виды товаров? Регулирование осуществляется Государственным комитетом по ценовой политике, приказом установлен. Такие полномочия использовали 15, если не ошибаюсь, 15 субъектов Российской Федерации, которые входят в районы Крайнего Севера. В других регионах нашей страны такие полномочия отсутствуют. То есть они не могут устанавливать торговые надбавки на какие-либо продукты питания. Это особенности нашей республики, скажем, да, потому что у определенного вида товаров есть ограниченный срок завоза в районе Крайнего Севера, поэтому у нас такие полномочия. И наша республика активно использует эти полномочия. А чем определены торговые надбавки? Торговые надбавки устанавливаются тем же самым приказом Государственного комитета по ценовой политике. В настоящее время эти надбавки сохранились на уровне тех, которые были утверждены органами местного самоуправления, потому что законом республики полномочия по регулированию торговых надбавок переданы Государственному комитету по ценовой политике только с 1 января 2022 года. Что оказалось как-то актуальным, да, в условиях сложившейся ситуации. А какую ответственность несет магазин или аптечное учреждение за завышение торговых надбавок? Так, начнем с аптечных учреждений. Да? Аптечные учреждения за завышение торговых надбавок на жизненно важные необходимые лекарственные препараты несут ответственность по статье 14.4.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И там предусматриваются внушительные штрафы. Например, на индивидуального предпринимателя штраф начинается от 50 тысяч рублей. Так скажем, существенная, да? Но, к счастью, такая практика, в случае выявления таких нарушений у нас очень редко происходит. Все предприниматели, хозяйствующие субъекты, в принципе, знают эту статью хорошо, и такие нарушения в основном не допускаются. Чего не скажешь к сожалению, о продуктах питания. По продуктам питания к ответственности привлекаются виновные лица по статье 14.6, то есть это нарушение порядка ценообразования, когда предприниматель
приобретая товары, повышает цену превышает надбавки, которые допустимы в пределах процентного соотношения, да, и такие нарушения выявляются у нас чаще всего по обращениям граждан, в ходе плановых проверок контролирующими органами. Плановые проверки сейчас у нас ограничены по постановлению правительства в связи с экономической ситуацией в стране с марта этого года. Но по обращениям граждан контролирующие органы так и продолжают работать и проверять. А сколько выявлено нарушений, какие меры были предприняты к нарушителям? С начала этого года выявлено порядка 50 нарушений таких фактов. Привлечено к ответственности около 30 лиц, 28, да, если быть точнее. Но это чисто по мерам прокурорского реагирования. Сейчас не рассказываю о мерах Государственного комитета по ценовой политике, у них отдельно есть своя статистика. Но сейчас в связи с ограничениями проверок мы очень тесно взаимодействуем с Госкомценом. К ним граждане обращаются по горячей линии, то есть можно в любой магазин зайти, увидеть, если там резкое подорожание стоимости хлеба, молока, яйца, вот таких продуктов, да, которые мы покупаем каждый день, каждодневные продукты. Можно позвонить на горячую линию Государственного комитета по ценовой политике, назвать адрес магазина, наименование магазина, на какие продукты завышена цена, сфотографировать чек, ценник и зафиксировать свое обращение и ждать результата. В случае, если результат не поступает, то в принципе можно с обращением обратиться в прокуратуру. А как все-таки рядовому жителю понять, завышена торговая надбавка или нет? Это очень сложный вопрос, очень хороший вопрос, потому что не все мы можем считать в процентах, потому что торговые надбавки устанавливаются в процентах. Да? Надо взять товарные накладные у индивидуальных предпринимателей. Гражданам, естественно, хозяйствующие субъекты не могут просто так показать, за сколько они купили, например, да, у того самого же поставщика. Поэтому лучше обратиться с заявлением. Вот так, например, как проверяется, да? Берется товарная накладная, за сколько хозяйствующий субъект купил те или иные продукты у поставщика. И потом это умножается на предельно допустимую надбавку, установленную в районе в определенном. Да? И исходя из этого мы считаем, насколько завышено, на сколько процентов идет завышение по продуктам. То есть это считают тарифные агенты, которые у нас сейчас работают в каждом районе. При Государственном комитете по ценовой политике создано государственное казенное учреждение, тарифное агентство называется, в котором в каждом районе имеются тарифные агенты, которые уполномочены проводить такие проверки и считать, соответственно, надбавки. То есть обычный гражданин может предполагать, навышена надбавка или нет, опираясь только на свой собственный опыт. Да. Вот, например, позавчера на той неделе заходил, хлеб стоил 40 рублей, а сегодня резко 50 рублей, например. По таким фактам можно тоже обращаться. А на все продукты питания или только какой-то определенный перечень? Перечень установлен приказом Государственного комитета по ценовой политике. В разных районах отдельный перечень. Этот перечень у нас, к сожалению, пока не актуализирован, потому что Государственный комитет по ценовой политике с учетом мнения индивидуальных предпринимателей, хозяйствующих субъектов, которые уже привыкли устанавливать надбавки на определенные виды позиций товаров, да, им сложно, наверное, будет перейти на другой режим. Нужна определенная разъяснительная работа, профилактическая, то есть разъяснить, да, на какие сейчас продукты установлена надбавка, потому что это шло годами, и индивидуальные предприниматели, хозяйствующие субъекты уже привыкли к таким видам позиций. И поэтому Госкомцен, учитывая их интересы, сейчас пока не внес никаких изменений в эти продукты. Вот как ранее говорила, например, в других каких-то районах присутствует мясная продукция, а в Якутске, например, нету, да, тушенки нету, например, а в других районах где-то есть торговые надбавки даже на бананы и виноград, что, конечно, иногда возмущает предпринимателей, тоже их можно понять, да. И Государственному комитету по ценовой политике прокуратуры республики на заседании межведомственной рабочей группы по экономике поручено актуализировать данный перечень с учетом мнения предпринимателей и
с точки зрения защиты прав потребителей. А с начала ввода санкций увеличилось ли количество обращений от жителей по превышению торговых надбавок? Существенно идет увеличение количества обращений. Ранее проверки проводились только, ну, скажем, исключительно, практически, да, исключительно по инициативе прокурорских работников, сами не проверяли, например. Единичные случаи, конечно, бывали фактов обращений, но сейчас уже по итогам 3 месяцев у нас идет существенный рост заявлений и принятых мер. К примеру, за 2021 год органами прокуратуры республики было возбуждено 16 административных производств, а сейчас уже 28. Поэтому у нас работа в этом направлении продолжается, активизирована, но с учетом тоже постановления правительства об ограничении проверок. То есть мы работаем только по обращениям о нарушении, об имеющихся нарушениях. Куда все-таки обратиться в случае завышения цен на лекарства и продукты питания? Да, каждый гражданин, который видит, что на какие-либо продукты питания, на какие-то лекарства идет завышение резкое, да, существенное, он имеет право обратиться в органы Госкомцена через сайт, у них есть собственный сайт, через горячую линию. Можно позвонить любому сотруднику Госкомцена, у них на сайте обновлена очень актуальная информация, есть актуальная, да, очень много телефонов горячих линий, потому что звонки поступают каждодневно практически. И в случае, если уполномоченный орган бездействует, то можно обратиться с заявлением в органы прокуратуры, как в районную, так и в республиканскую прокуратуру. И прокуратура обязательно вам поможет, ну, гражданам поможет. А что делать, например, жителям отдаленных районов нашей республики, у которых нет интернет-связи и телефонной? В случае, если нет возможности обратиться через интернет, да, через сайт, можно подойти в любую прокуратуру районную, оставить заявление. Прокуратура, согласно инструкции по рассмотрению обращений граждан, если обращение первичное, перенаправит в органы Госкомцена. Если уже повторное обращение на бездействие какого-либо органа, то сама рассмотрит прокуратура. Так. Альбина Руслановна, спасибо вам большое, что пришли, ответили так подробно на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч в эфире.